Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что выбираете быть со мной, за вашу невероятную и теплую поддержку, за вашу помощь, за ваши донаты. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Как дальше сложится ваша жизнь? Давайте посмотрим на ваше обозримое будущее. Что вас ждет, что будет происходить, ну и как будет складываться ваша жизнь. Ближайшее обозримое будущее – это срок в полгода. Давайте вместе посмотрим. Неважно, когда вы найдете это видео, неважно, когда будете смотреть, вот именно срок в 6 месяцев. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, какой-то новый человек у вас в жизни появится. Причем в момент вашей встречи этот человек будет нуждаться в помощи. И вы поможете. Вы прям сердцем почувствуете, что именно этому человеку вы должны помочь. Ну, либо как-то посочувствовать, поучаствовать. Вот как мимо не пройдете. Возможно, это вам не свойственно, а возможно, наоборот, вы всегда всем помогаете. Но именно к этому человеку у вас какое-то особое будет чувство вот защитить, уберечь, подсказать, поддержать. Вот прям постоянно будете думать об этом человеке. Кому-то вы поможете, причем поможете как на ноги встать. Здесь речь может быть и о поддержке, ну, чисто эмоциональной, да, как поверите в этого человека, может быть, поддержите этого человека, так и, например, может быть, даже как-то материально поучаствуете. В общем, я вижу, что вы этому человеку поможете встать на ноги. Помощь окажете, причем вас даже и просить не нужно будет об этом, вот, ну, сердце подскажет. Вы знаете, благодаря этому событию вот действительно очень многое для вас поменяется. Ведь вы помогаете не кому-то рандомному, какому-то человеку, кто забрел в вашу жизнь, а помогаете тому, кто будет для вас в будущем надежной опорой. Да? Вот будете по жизни опираться на этого человека. У кого-то отыграется, что постоянно, у кого-то отыграется, что периодически. Но здесь вот как мне идет, что ангелы укажут вам на этого человека. Прям что-то к нему особое почувствуете, ну либо к ней. И вот будете опираться. Причем опираться будете не только вы, но и ваши близкие. Вот показаны дети, скорее всего. То есть человек будет помогать не только вам опорой станет, но и вашим детям. На самом деле очень хороший знак. Знак про благодарность, знак про милосердие, знак про то, что люди вот друг друга чувствуют. Да? Вы чувствуете важного для себя человека, вы чувствуете человека, который важен для вашего будущего. Да, поможете, здорово поможете. Здесь у меня мужчина и женщина. Они перетягивают канат. Ну, я так понимаю, ссорятся, да, кто из них важнее, кто главнее. Может быть, конфликты сейчас в отношениях. Видите, аист прилетает, на канат садится. Как только вы забеременеете, сразу ситуация поменяется. Аист садится лицом к вам, ну а попой, получается, к мужчине. Сразу спор закончится, сразу выяснение отношений, вот эта вот непонятная притирка, она уйдет. Но мне идет, что женщина забеременеет. Вот. Ну, аист прилетит. Может быть, вы уже и достаточно возрастные люди, да, может быть, не вы забеременеете, а, допустим, вы узнаете, что вы скоро станете бабушкой и дедушкой, да, и сразу прекратятся все ссоры, да. Вот мужчина прям такой тихий, смирный станет. Хороший знак. Дальше показывают мне людей, которые общаются, я так понимаю, в интернете, но вот между вами провода. Это может быть и интернет, это могут быть и телефонные разговоры.
видите, что-то поменяется, и вам не нужно будет больше пользоваться этими проводами, вы будете общаться с глазу на глаз, ну, то есть лично будете общаться. То ли вы к этому человеку поедете, то ли этот человек приедет к вам. Но вот действительно очень хорошая перемена, которая сближает и объединяет людей. Именно это показано. Так, здесь какой-то рабочий процесс, который улучшается, становится более эффективным, для сотрудников приятным. Ну, здесь какие-то новшества, нововведения, может быть, какая-то даже реорганизация. Вот как новый человек какой-то это все устраивает. Может быть, новый коллега, может быть, новый начальник. В общем, все сотрудники здесь в восторге, всем так нравится. Здесь даже какой-то общий дух появится, корпоративный дух. Да, что-то вас будет объединять, соединять. И работа, она как в радость. Может, еще и оклад повысят, да. Может быть, действительно там новую технику завезут, может быть, там ремонтик проведут в том помещении, где вы работаете. В общем, не работа, а радость. Вот в радость вам работа идет. Но опять же, вот все как бы как один друг другу помогают, да, все довольны, там конфликтов меньше на работе. Вот мне идет, что вот новшество какое-то произойдет. Это хороший момент для тех, кто работает, и работа, например, тяжелая, либо технически, да, не до конца оборудованная. Может быть, там условия очень плохие, да, где вы вынуждены вот прям рабочий день отбывать. Вот перемены именно такого характера. Ну вот как новый человек, либо новый человек начнет это требовать, либо это новый начальник, который вот, сам инициативу, может быть, проявит и вот поменяет для сотрудников условия, может быть, договоры даже новые подпишете. Допустим, там, чтобы больше оклад шел. Да, вот хороший момент. Так, еще чего-то вы ждете, оно не происходит. Вижу, что встаете и сами за этим тянетесь и дотягиваетесь. Может быть, вам кто-то что-то обещает, да, вы на кого-то надеетесь, либо вы загадали и сидите. Тут показано, что вы прям устанете ждать, вы встанете и сделаете сами. Быстро, классно, эффективно и себе в удовольствие. Вот как сами притянете в свою жизнь то, что вам необходимо. Ну, либо сами чего-то добьетесь. Очень яркий момент, который окрыляет, момент, который повышает самооценку, да, вселяет веру в себя же. Вот хороший момент, да, что просто так сидеть, нужно брать и делать, зачем сидеть. Дальше показывают мне какую-то вашу любимую вещь. Любимая вещь – это то, что вы любите, без чего вы не можете. Эта вещь с вами рядом. Может быть, вы ее где-то потеряли, забыли, либо, может быть, вещь испортилась, да? Но вот вижу, что рядом с вами будет. То ли вы найдете, то ли для вас найдут, то ли вы отремонтируете, почините. Вот любимая вещь с вами рядом. Может быть, эта вещь, даже вам как талисман, да? И вам без нее как-то прям не по себе. Так, рыба. Рыба на удочку попалась. На крючок, вернее, да, от удочки. Хороший знак, рыба крупная, но сопротивляется. Здесь речь, скорее всего, о каких-то больших деньгах. И мало того, что нужно поймать эту возможность, так еще нужно будет ее как-то в руках удержать. Непростая ситуация, придется понапрягаться. Но кто на деньги настроен, кто настроен на большие заработки, я думаю, у вас все получится. Немножко, конечно, тут стресс показан, но с другой стороны, вы хотя бы понимаете, ради чего вы нервничаете, либо ради чего вы напрягаетесь. Рыба крупная, значит, и доходы большие. Вот. То есть запомнили, да? Мало того, что нужно поймать, так еще нужно будет постараться удержать, чтобы не сорвалась эта рыбка. Вот. Нужно будет приложить усилия. Здесь у вас собачка показана. Собачка вам что-то приносит, как косточку приносит. Собаками обычно показывают друзей, приятелей и даже могут показать родственников. В данном конкретном случае с левой стороны собачка идет, кость вам несет. То есть это может быть и подарок, это может быть и какая-то помощь вам, да, вот что-то вам принесут, что-то вам дадут. Вы и не ждете, скорее всего, либо будете даже растеряны от такой щедрости, от такого внимания к вашей персоне. Вот. Хороший момент. Друзья помогут, либо подруга, да, либо кто-то из родственников прям для вас постарается.
Дальше показывают с левой стороны маски. Вот люди как будто бы по маскам топчутся. Будут сорваны маски, ну, либо какого-то человека разоблачат, который маску носил, может быть, как прикидывался кем-то другим. Прям топчется по этой маске, либо по маскам. Тут много удивительных событий ждет. Вот будет происходить то, чего не ждете, во что не верите, может быть, что в голову не приходит. Вот каких-то людей, либо какого-то конкретного человека будут разоблачать. И причем с левой стороны, да, не только вы, а может быть даже и не вы, а какие-то другие люди разоблачат. Может быть, этот человек против вас что-то затевал, а кто-то его прям за руку поймает, остановит. Может быть, человек не только вам вредил, да, может, всем хотел навредить. И вот этого человека остановят, маску с него снимут, ну, либо с нее снимут. Хороший знак. Так, еще показано, что какой-то человек объявится. Человек, с кем вы попрощались, ну, можно сказать, навсегда. Вот, появится. У вас прям сердце будет очень сильно биться. И какая-то реакция у вас странная. Вот, может быть, даже как сознание начнете терять, но в глазах там искры появятся. То есть переполняют эмоции, переполняют чувства. Даже если этот человек перед вами в чем-то, чем-то виноват, я думаю, вы простите. Вот на вот этой волне восторга, удивления, шока, вот прям совсем по-другому посмотрите. Ну, либо увидев этого человека, поймете, вот насколько вам этот человек на самом деле был дорог. Ну, есть дорог. В общем, вижу, что будете обниматься с этим человеком. Да, вот кем бы ни был этот человек, вы обнимаетесь, то есть принимаете этого человека. А вот здесь показано, что вы от каких-то страхов избавитесь. Страхи, сомнения, может быть, комплексы, то, что вам по жизни мешает, либо то, что вас по жизни останавливало. Это тяжелая борьба. Моя тяжелая борьба — это когда ты сам с собой, да? Когда пытаешься сам с собой побороться, либо договориться. Но вы тут прям истребите свои страхи. Тут не один страх вышел, тут целый пучок, букет, можно так сказать. Вот, тяжелая работа. Не всегда все будет получаться, но вижу, что получится. Вот со временем получится. Может быть, вы даже с психологом будете это все прорабатывать, а может быть, сами с собой будете заниматься. Но прям целый букет соберете, да, от чего сможете избавиться. Какие-то, может быть, установки неправильные, шоры, зажимы. В общем, молодец, одним словом, да. Главное, что вот от ненужного избавитесь. Большой такой узел, там много веревок, вот как будто бы в один узел завязано. Много всего сплелось как будто бы. А узел этот проблемный. То есть либо все эти проблемы разом для вас прям тяжелое бремя, либо у многих людей похожие проблемы, как ваша. Может быть, у вас у всех одинаковая проблема, да, и вы все как в одной связке получаетесь. Вот вижу какое-то радикальное решение, то есть развязывать никто не будет, там будут рубить, вот как разрубать этот узел. То есть будет немножко страшно, немножко не по себе, но это как единственно правильное решение, либо единственное быстрое решение. Вот, люди будут переживать до последнего, а потом вздохнут с облегчением. Ну, либо вы будете переживать, потом вздохнете с облегчением, как избавитесь от этого огромного узла. Так, мужчину мне показывают. Мужчину и какой-то новый образ жизни. Мужчина начинает вести новый образ жизни. Мужчина, который, вот он как растет, что ли, да, выше становится. Это хороший знак. Расти — это значит и по карьере расти, и становиться более значимым человеком, более приятным человеком, достойным человеком. Мне кажется, что это ваш мужчина. Это может быть и муж, это может быть и другой родственник, да, может, сын, может быть и зять, может быть и брат. Да, вот как-то он растет, прям растет, все выше и выше становится. А вы аж прям голову так запрокидываете, да, чтобы в лицо посмотреть. Вот удивительное событие. Может быть, уже никто не ждал, либо все уже смирились, что он такой вот есть по жизни. А он расти еще будет. Расти, причем высоким станет. Прям высокий мужчина показан. Еще мне показывают какую-то жестокую женщину, злобную, жестокую, такой, знаете, вот как кровопийца какая-то, упыриха.
И показывает, что эта женщина, она прям чахнет, вот как будто бы тает, все меньше и меньше становится. Ну, когда человек уменьшается, значит, либо власть теряет, либо силу теряет, а может быть и то, и другое. Сейчас вы то ли от нее страдаете, то ли избегаете, может быть, да, вот встреча с ней всегда сулит что-то плохое. Но вижу, что она сдувается прямо на глазах и превращается в такую вот прям, крошечную, да, как пустое место, можно так сказать. То есть закончатся ее дни. Закончатся дни, когда она там доминировала, либо третировала людей, либо позволяла себе какие-то неправильные вещи. Может быть, вы с этой женщиной связаны, может быть, это ваша начальница, может быть, какая-то соседка-людоедка, может быть, это родственница, не по крови родная, да, которая портит вам жизнь. В общем, она сдувается, это точно показано. Кстати, сдуется очень быстро. Просто вот на глазах как будто бы растает. Так, вот здесь мне показано, что вы с кем-то очень удачно договоритесь. Договоритесь за себя, за кого-то и за еще какой-то будущий момент. То есть у вас 3 договоренности идут. 3 за раз, 3. Вот. Но вижу, что еще и деньги за это будете платить. Деньги как гарантия, либо деньги как обязательное условие. То есть вам какая-то еще сумма потребуется. Но сумма у вас будет на руках. Вот. Договоренность очень славная. И благодаря этой договоренности вы и себя, и того другого человека, и даже будущее событие как будто бы вот страхуете, да? Как застрахованные теперь мне идете. То ли вы на это пойдете, сейчас об этом думаете, то ли, может быть, вы сейчас деньги собираете, чтобы купить себе эту страховку, да, договоренность эту создать. Но вижу, что будет, точно будет, и это правильный шаг, за который вы сами себя будете благодарить в будущем. Так, а здесь какие-то люди вас с распростертыми объятиями встречают, люди какие-то необычные. Необычные, может быть, даже говорят на другом языке. Но они вам так обрадуются, они вас так будут встречать, вам даже как-то неудобно станет. Да? Казалось бы, незнакомые люди, первый раз вижу, они вот на меня прям кидаются на шею, да? Целуют, обнимают. Я вам скажу, это хороший знак. Вас так еще никто никогда не встречал. Даже, может, и родственники так не встречали, как встретят эти незнакомые люди. Не могу сказать, что вас будет связывать, но, судя по этим знакам, что-то хорошее. Прям встречают, обнимают. Может, это знакомство будет, а может, действительно вы какие-то дела будете иметь с этими людьми. Это хороший знак, хороший, неожиданный знак. Так, 2 кошки. Каких-то 2 кошек вы прогоните, прогоняете, они уходить не хотят, но по итогу они уйдут. 2 кошки, может быть, какие-то 2 неприятные женщины, может быть, какие-то неприятности, 2 неприятности. Вот как избавитесь? Пусть не сразу, не с первого раза, но вижу, что получится. Может, уговорите, да? Так, кошечки, уходите, по добру прошу, по здорову уходите. Вот. Но, может быть, вы что-то придумаете, да, и тем самым вам удастся избавиться от этих кошек. Но кошки небольшие, хотя с левой стороны, скорее всего, какие-то неприятности, либо какие-то неприятные особы, кого вы видеть не хотите. Прям навсегда их как будто бы прогоните из своей жизни. По крайней мере, больше на глаза попадаться не будут. Еще какую-то операцию мне показывают. Операцию, страх перед этой операцией. Не могу понять, то ли у вас страх по поводу этой операции, как я переживу, перенесу, либо страх того, что, например, не будет, да, либо мне не сделают. Но вот раз показали, значит, сделают, а страх ваш пустым окажется. Пустым. Почему-то смеяться будете после этой операции. Может быть, когда осознаете, что нечего было бояться, да, либо зря боялись, может, потому что хорошо себя почувствуете. Да, у каждого по-своему отыграется. Дальше мне показывают какую-то драгоценную вещицу. Как драгоценность мне идет. Там камни дорогие. Либо камень один очень дорогой. Это может быть и кулон, это могут быть и сережки, это может быть и кольцо. В общем, вам носить, на себе носить эту драгоценность.
Мне вообще идет, что это подарок. Подарок любви, либо подарок любимой, как выражение любви, да, подарок для любимой женщины, ну, либо для любимого мужчины. Дорогая вещь, очень красивая, и, возможно, вы будете даже побаиваться носить, да, ну, на повседневку, может, дома будете носить, прям любоваться будете. Такой подарок вам суждено получить. Я не могу сказать, что это конкретно, вот именно показывает, что дорогой камень там будет, либо дорогие камни. Вот. Но это как украшение мне идет, и вы это получите. Получите, ну, потому что вас кто-то очень сильно любит, и именно этим подарком выразит свои чувства. Так, здесь у меня женщина идет в свою сторону, а за ней мужчина, он просто вот как тень, да, вот шаг в шаг идет за ней, но не с ней, а именно за ней. То есть либо мужчина не слушается, ну, непослушный, да, это может быть и парень, это может быть и муж, это может быть и бывший муж, и также это может быть, например, сын, да, который не хочет слушаться, от рук отбился. Вот, следует как тень. Вы идете вперед, он идет за вами, причем по вашим следам. То есть, возможно, вы что-то для него хотите, либо хотите, чтобы он именно так себя вел. В общем, он так и поступает. Как вы этого добьетесь? Да никак вы не добьетесь. Страх вас потерять сотворит чудо. Да? У этого мужчины там как перезагрузка в голове произойдет. Вот как только до него дойдет, что он может вас потерять раз и навсегда, вот тут сразу же все это у него там и клацнет, да, сработает. Запустится новый режим, да, следовать за женщиной. Но мне кажется, что вы прям хотели этого. Либо для вас это было важно. Может быть, когда-то это было для вас важно, да, и вот именно сейчас это будет происходить. Еще здесь показывают другого мужчину, но у него какие-то вот как крылья, да, но они не крылья, например, птицы либо ангела, а они больше похожи на крылья летучей мыши. А мужчина, ну, такой странный, необычный. Возможно, мужчина-соблазнитель, возможно, мужчина с каким-то не очень хорошим прошлым, либо мужчина, который в глазах людей считается, ну, прям опасным, да, вот такой опасный человек. Но к вам этот мужчина будет сама доброта. То есть этого мужчину вы смело будете называть, вот честно, от всего сердца будете называть своим земным ангелом-хранителем. Что вас будет связывать? Ну, у кого-то любовь, у кого-то дружба, у кого-то, может быть, какие-то другие отношения. Но вот он для вас ангел. А когда другие люди на него смотрят, говорят, что он же опасный. Ой, с таким связываться страшно. Вот. А с вами у него очень честные отношения будут. Тем более он даже на вашу сторону перешел на правую. Да, называйте этого мужчину как своего ангела земного. Земной ангел-хранитель. Есть небесный, да, есть земной. Вот мужчина с такими вот крылышками. Но мне почему-то кажется, что это репутация, либо прошлое. Да? Он не такой. Ну, вы плохого человека никогда бы ангелом не назвали. А возможно, только вам его чистая душа откроется. Может быть, он такую роль играет, да? Что вот я большой и страшный мужик. Обходите меня как можно дальше. А вот именно вам откроет свое чистое доброе сердце. Так, еще показаны какие-то бумажки. Бумажки. И знаете, как будто бы вы сами себе говорите, что вот все бумажки у меня. У вас как будто бы вот несколько бумажек, как стопка этих бумажек. И вот они все нужные, необходимые. Может быть, вы мечтали об этих документах, об этих бумагах, письмах. И вот все они у вас. Вы их так прям к себе прижимаете, как будто бы это драгоценность какая-то. Может быть, сейчас у вас проблемы с этим, да? Может быть, вы бегаете, сломя голову, думаете, как бы эти бумажки раздобыть, как бы их получить. Ну вот вижу, что у вас, при вас, и прям там, ну, прилично так стопочка идет. Еще показан момент, когда у кого-то стрелка вниз идет, а у вас наоборот вверх. Как местами поменяетесь. Либо каждому по заслугам воздастся. Знаете, как справедливость, да? Момент справедливости не только для вас, но и еще для какого-то человека. Там, значит, с противоположной стороны стрелка вниз, а у вас, наоборот, стрелка вверх. Ну вот как каждый займет свое место. Так мне идет. А еще показывают, что вам удастся вернуть какие-то деньги.
вернуть, именно вернуть. Может быть, вы во что-то вкладывались и потеряли, либо вы кому-то дали, человек потерялся, да, и совесть потерял, и сам потерялся, и деньги не возвращают. А может быть, ну, какие-то потери были, да, кто-то без спросу забрал, может быть, вас лишили даже, может, каких-то денег. Вот показано, что вы сможете вернуть, что ваше к вам вернется. И именно деньги показали. Так что, мои хорошие, все еще будет. Так, на этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Берегите себя. Всем пока-пока.